Усім привітання! Ми приехали у польскую краму канцелярии Эмпик. Тому сегодня до школы я буду здесь закупляться. Поехали! У конце года я атрымала две подарунковые карты у гэтую краму. Одну на 100, а другую на 50 злот. Третью карту, якая засталася у меня з минулого года, мне просто трэба проверить. Магчыма, там яшчэ засталіся грошики. В огуле ў машыне я супергава пісала спіс таго, што мне сапраўды трэба здесь купіць. Шчыра сказаць, атрымалася напісаць толькі вось гэта. Кніга, тэчка, кашалёк, вокладкі і сшыткі. Больше я нічога не прыдумала. Ну добра, будем дзейнічаць па сітуацыі. Я думаю, што я адразу возьму тэчку. В прошлом году у меня была подобная, и она была паперовая. Взяла вот такую тэчку. Отрымай. Мне так само потребные вокладки, вот тому я беру... Так, опять 10 штук. Это то, что мне треба, погляди. Я еще повыбираю. 10 злотых, что это такое? Ага, нет, это я не хочу такие. Вось, мы зараз идем мерять. На самой справе я вельми люблю канцелярские крамы. Вельми. Ну? Подходите. Все супер, берем. Беру вот такие ручечки. Отрымайте. Идем выбирать сшитки. Просто поглядите на эту вилоту. Вельми приемно на ощупь. Как, кстати, ощупа? Вельми приемная на... Вобмацак. Так, вельми приемная на вобмацак. О, які пригожі. Взяла, покажіть, які пригожі сшитки. Яны великие, там мені підходять. Один сшиток коштует 4 злотих. Слухайте, навіть таня, ніж у Ашані. Окажется, Эмпик дорогая. Окажется, Эмпик дорогая от крама. Какие они пригожие, это сшитки поснимала. Это лепше. Мне здається, что все это клетка. Вось клетка, глядите, клетка. Где линейку сшитки? Я ничего не разумею. Где сшитки у линейку? Вы мне... Дадим клетка. О, музыкальная. О, линейка, но и она вельми маленькая. Тут... Тоже линейка. Вот это верхняя, смотри. Тут вельми маленькие, мне потребны такие. О, гляди. О, такая, яка мне потребна, тільки треба взяти некого, как сказать, нудная ось. Вельми нудний сшиток, я вам хочу сказать, ось это. Заморилась выбирать эти сшитки. О, пригожі. Все некие темные. Погляди. Так, ну что, я тут вспомнила. Мені потрібно ще кошелек. Ну, ми зараз йдемо його шукати. Як бачите, у мене очі розбігаються просто. Кошелек. Не ведаю, ці він тут буде в огулі. Шкарпетки. Ну, я не ведаю, ну, мусить тут. Це, ну, это не кошелек. Це кошельки. Догоняю тату. Мой список закончился. Мы будем выбирать что-то для себя. Там, например, игру какую-нибудь настольную. Альбо мне книжку. На поле глядите. Так. Можливо, є ще такий варіант, що ми закажемо ігру або щось таке в інтернеті, тому що у нас не так шмат часу на ці всі закупки. Давай к тебе купим. Там у одежи, но это будет неинтересно. Дорослых треба шукать. О, криминалы, детективы, пап. Не ведаю. Давай быстрее. Я стараюсь, я пытаюсь. Идем на кассу. 174. Mam dwie karty i jeszcze jedną nie wiem, czy działa. Dobra. Все, ми закупились. Навіть не треба було доплачувати. Вона одразу сказала, що 163 злотих. У мене було 150. Але щось там я полічила, які рабати. Ви поглядите, що ми накупили. Мама. Тримай. Вот все на 150 злотих. 150 злотих. О, Жон из Форест Хилл? Не ведаю, я тыкнула пальцем в небо. Жле детскую. Зле. Злое детскую.
Еще раз всем привитание, давайте я вам покажу, что мы купили. Пакетик. Так, такую папку, чайная папка, ну такая картонная. Далее сшиток за 12 злотых. Ось такие вокладки за 6 злотых. Сшиток раз, сшиток 2, сшиток 3, сшиток 4, сшиток 5, сшиток 6, сшиток 7, 8, 9, 10 и 11. Такая вот гора сшитків. Я сподіваюся, що мені їх хватить. Але не хватить, ну добре. Нічого страшного, надо купити. Так само ручки, вони вельми класні, зручні. Мне в комментариях часто пишут, что у меня так само такая ручка. И тому напишите в комментариях, чи есть у вас такие ручки. Книжка раз за 45 злотых. И книжка 2. Я не ведаю її ціну, але добре, ось така книжка. Гэта нам обійшлося у 163 злотых. Напишите в комментариях, як думаете, гэта дорого ці не.